Сакариас топелиус, олень золотые рога. В далекой северной стране Лапландии жили-были муж и жена. Был у них маленький сын, которого звали Сампо Лопаренок. Ему было 7 лет, и был он очень умным и умелым. Папа подарил ему маленькие лыжи, на которых Сампо умел великолепно ездить. И еще у него был свой собственный северный олень. Олень был маленьким, но крепким, и Сампо запрягал его в маленькие сани. Мальчик часто уезжал далеко. Он любил путешествовать по северным заснеженным просторам. Его мать беспокоилась, что с Сампо может случиться беда, и часто говорила об этом своему мужу, отцу Сампо. Нельзя такому маленькому ездить далеко от дома. На него могут напасть волки или олень золотые рога. Сампо Лопаренок слышал это и мечтал только об одном – увидеть этого оленя. Мама, а можно ли на олене золотые рога добраться до самого горного короля великана Хиси? Не думай об этом, Сампо. Великан Хиси – страшный великан. Он ест маленьких мальчиков. Выброси такие мысли из головы. Но Сампо не покидало желание увидеть горного короля. Однажды вечером отец позвал Сампо из дома, чтобы показать чудо. Была полярная ночь. Вот уже полгода жители Лапландии не видели солнца. Посмотри туда! Это сияние означает, что скоро наступит полярный день, и полгода у нас будет светить солнце и днем, и ночью. Как красиво! Сказал Сампо, а про себя подумал: вот бы добраться сейчас до горного короля Хиси! Когда все уснули, Сампо не выдержал и вышел на улицу. Он запряг своего оленя и решил прокатиться к подножью горы, на которой жил Хиси. Со скоростью ветра неслись сани Сампо, но почти у самой горы сани перевернулись, и Сампо упал в сугроб. Олень вихрем унесся дальше, не замечая потери. Сампо вылез из сугроба и огляделся по сторонам. Он почувствовал, что на него кто-то смотрит. Сампо оглянулся и увидел белого лохматого волка. «Кто ты такой?» – спросил волк человеческим голосом. Я Сампо Лопаренок и иду к горному королю. А ты кто? Я служу горному королю, и сейчас созываю его подданных на праздник ночи. Садись на меня верхом, я отвезу тебя к горному королю Хиси. Сампо без размышлений сел на волка, и они понеслись быстрее ветра на вершину горы. Что это за праздник ночи? Перед началом полярного дня, в последний миг полярной ночи, все звери и подданные короля Хиси собираются у него на празднике, чтобы проститься с ночью и встретить первый луч солнца. В течение праздника никто не может никого обидеть. Таков закон короля Хиси. Поэтому я не стал есть тебя, малыш. Но с первым лучом солнца, который коснется горы, праздник закончится, и все будет как всегда. Тут они добрались до вершины горы, где праздник был в самом разгаре. Горный король сидел в центре на высоком каменном троне. Он был огромным, страшным и очень злым. У Сампо перехватило дух от страха, но он не мог отвести глаз от короля. Возле него толпились те звери, которые водятся в Лапландии.
тролли и гномы. Все ждали, что скажет горный король Хиси. Сегодня особенный праздник. Больше не будет в нашей стране солнца. Я хочу, чтобы была великая тьма и лютая стужа. Я приказываю солнцу больше не сиять на нашем небе. Да будет так! Но звери не захотели быть такими единодушными. Олени, барсуки и многие другие звери любили солнце и полярный день. Они ждали северного короткого лета. Как же так? Как же так? Забеспокоилась блоха. Ведь летом очень тепло и приятно греться на чьей-нибудь спине в лучах солнышка. Замолчи, насекомое. Солнца больше не будет. Оно погасло. Сказал медведь. Все звери всполошились и стали спорить друг с другом. Но тут раздался тоненький голос Сампа. Это неправда! Солнце не может погаснуть! Оно обязательно взойдет! Король лжет! Грозный Хиси отыскал взглядом Сампа. Как ты смеешь со мной так говорить? Я сейчас тебя проглочу. Хиси протянул руку, чтобы взять Сампа. Но тут вершина горы осветилась алым светом. Северное сияние стало гаснуть, и на горизонте показалась тонкая дуга. Это поднималось солнце. Тут Сампа услышал, как за его спиной олениха мать обратилась к своему малышу. Нам пора спускаться в долину. Праздник заканчивается. Пора уходить, пока нас не съели волки и медведи. В это время многие животные стали уходить, и Сампа понял, что ему тоже надо спускаться вниз. Вдруг взгляд его наткнулся на красивого оленя с ветвистыми золотыми рогами. Это был сам олень, золотые рога. Сампа вскочил на него верхом, и олень разрешил ему это, хотя в другое время никогда не разрешил бы человеку садиться себе на спину. Олень, как вихрь, стал спускаться с горы, а за ним уже мчались тысячи волков и медведей, но догнать оленя никто не мог. Тут раздался страшный грохот, и олень золотые рога задрожал. Это король Хиси гонится за нами. От него уйти я не смогу. Нам надо найти укрытие, чтобы спрятаться! Спрятаться от Хиси можно только в домике учителя. Успеть бы до него добраться. Олень летел, словно птица над лесом, и вскоре они очутились на берегу реки, где стоял маленький домик учителя. В один прыжок олень перемахнул ограду и влетел в дом. В это же время во двор вступил горный король Хиси. Он крикнул: Эй, учитель! Немедленно открывай дверь и отдай мне этого дерзкого мальчишку! Кто там? Это вы, ваше величество. Позвольте мне одеться, чтобы в лучшем костюме встретить вас. Быстрее! Не то я раздавлю твой дом! Учитель подбросил дровишек в печь, повязал нарядный галстук и взял в руки керосиновую лампу. Извините, что не сразу вышел встретить вас, ваше величество. Что случилось? Отдай мне этого мальчишку, Сампа! Здесь нет никого. Ответил учитель и посветил лампой прямо в глаза Хиси. Горный король не выносил света и сразу зажмурился. Как ты смеешь светить мне в глаза? Я тебя сейчас проглочу! Но учитель спрятался назад в дом, а Хиси разбушевался и засыпал дом снегом так, что его не стало видно. Ни с чем вернулся горный король к себе,
И с тех пор люди больше его не видели. На следующий день выглянуло солнце и растопило снег, которым был засыпан домик учителя. Сампа запряг оленя золотые рога в сани учителя и отправился домой. Как обрадовались родители Сампа, увидев его живым и невредимым! Маленький олень Сампа вернулся домой с пустыми санями, и родители думали, что не увидят мальчика живым. Олень Золотые Рога остался жить у Сампа. А когда мальчик подрос, то пошел учиться в школу к мудрому учителю.